посмотреть ночью. Ну, может, не его погода, не знаю. Короче, Петерсон и Сереги Ломанова не будет. Ну, это да, я знаю. Ну, что-то у него. Серега! Серега! Это метров полтора. Серега! Выведу. Если мы проверяющий, который инспектор, он будет нас спрашивать. Да? Хотя в любом случае будет приходить Серега! к тебе. Поговори! Серега, да немножко отогнали от альта, что какой-то... Меня немного от альта отогнали, инспектор подошел, сказал, что... Серег, что-то у меня звук отрывками как-то идет. Я вас то слышу, то не слышу. Сейчас вот вообще последние минуты 2-3 тишина. Вот сейчас появилось. Вот появилось. До этого не было. А, давай, все хорошо. А, ну.
любителям хоккея с мячом, русского хоккея. Мы начинаем свою трансляцию из Сыктывкара, где через несколько минут местный строитель сыграет с лидером текущего сезона красноярским «Енисеем». В студии Алексей Карпов и Александр Шавкун. Александр, доброго дня. Здравствуйте, друзья. Как мы видим, сегодня в Сыктывкаре метель. Посмотрим, как это скажется на игре. Но на посещаемости это пока, как мы видим, не отразилось. Люди идут на трибуны и надеемся, что мы сегодня увидим хорошую игру. Метель — это, с одной стороны, плохо для картинки, для хоккеистов, потому что скорость игры будет заметно ниже. А с другой стороны, плюс, наверное, для сыктывкарского строителя, потому что «Енисей», положа руку на сердце, более скоростная команда, более мастеровитая. И обороняться будет проще хозяевам поля. Так что будем смотреть, что у нас получится. Да, напомним, буквально 3 дня назад сыктывкарцы проводили домашний матч против кемеровского Кузбасса. Очень неоднозначная была игра. Первый тайм — великолепная игра строителя 5-1, но, к сожалению, 8 безответных мячей, пропущенных во втором тайме, и всего лишь поражение строителя 5-9. Я думаю, что многие болельщики были бы не против даже повторению такого сценария в сегодняшней игре. Если бы строитель забил в первом тайме 5 мячей в ворота «Енисея», это был бы настоящий праздник. Напомним, на выезде сыктывкарцы сыграли в Красноярске с довольно неприличным счетом 3-15 в пользу команды «Енисей». Но, с другой стороны, отметим, что в этом сезоне в Суперлиге «Енисей» самая результативная команда, то есть больше всех забивает, а строитель больше всех пропускает. Такое верное уточнение, что самый результативный — это больше всех забивает. Александр, вы у нас просто гуру Да, хоккейной терминологии. Это я к тому, что если, мало ли кто-то балуется, например, ставками, то самый вероятный прогноз на сегодняшнюю игру — это тотал. Вопрос только сколько. Откроем по секрету небольшую тайну. Александр у нас сам балуется ставками, видимо. Ну, а пока мы смотрим, выходит из патреона помещения хоккеисты-строителя. Готовы они вступить в игру, дать бой лидеру сезона. Лидеру по всем, на самом деле, статистическим показателям. Но лидеру, который играет сегодня без ряда ведущих хоккеистов. Конечно, отсутствует сегодня Сергей Ломанов, опытнейший игрок, мастер, выступающий уже несколько лет за сборную России, выигравший в этом виде спорта, наверное, все, что только можно. Его сегодня нету, пропускал он игру с московским «Динамо», который в предыдущей туре «Енисей» выиграл довольно уверенно, хоть и уступая по счету. Есть также предварительная информация, что не сыграет сегодня Эрик Петерсон, другой звездный хоккеист из «Енисея». Ну, а мы пока представляем вашему вниманию состав на сегодняшний матч сыктывкарского строителя. Сразу бросается в глаза отсутствие защитника Евгения Леухина, который получил травму в матче против Кузбасса. Есть информация, что к матчу с казанским «Динамо» Евгений Леухин восстановится, примет участие в нем. Но сегодня тренеры решили не рисковать, дать Евгению возможность восстановиться после повреждения. Но, конечно, возможность возможностью, но если мы посмотрим на стартовый состав сыктывкарского клуба, то практически не осталось защитников у строителя. Давайте мы тогда с вами, Александр, представим стартовый состав сыктывкарского клуба. Начнем сегодня с хозяев. В воротах сегодня у нас Денис Гутаренко, полевые игроки Роман Бояринцев, Иван Кораблин, Максим Немцев. Вот, собственно говоря, все 3 номинальных защитника заявки на матч, они уже представлены, они уже на поле. Сергей Шибонкин, капитан команды номер 77, Никита Свиридов, 91, Артем Лихачев, номер 8, Максим Медведь, номер 70, Антон Оппенлендер, номер 71, Максим Зубарев, номер 23 и Денис Садаков, номер 93. Запасные команды: Максим Шакиров, вратарь, полевые игроки: Никита Агафонов, номер 7, Михаил Селитков, номер 10, Ренат Зиганшин, номер 12 и номер 21 Сергей Елфимов.
Сразу можно сказать, что помимо отсутствия Евгения Люхина, мы видим в стартовом составе Максима Медведя, как правильно сказать, как Александр Иванов, знаток русского языка и склонение фамилии Медведь, как на ваш взгляд? Ну, я думаю, Медведь. Не склоняем, не будем склонять. Вот. Что можете сказать по такому составу? Тяжелый счет после поражения от Енисея. Ой, прошу прощения. Вы уже забегаете вперед, Александр. Тренер строителя Павел Франц сетовал на то, что играли буквально в меньшинстве сыктывкарцев. То есть не хватает глубины состава строителя откровенно. И будет, конечно, непросто, особенно во втором тайме. Поэтому, в общем, проблемы очевидные строителя с составом. Смотрим, как команда с ними будет справляться. Конечно, будет весьма непростой матч. Ну и давайте тогда уже заодно представим состав гостей. Вратарь Роман Черных, полевые игроки. Номер 24 Юрий Викулин, капитан команды. Номер 55 Михаил Прокопьев. Номер 91 Артем Ахмедзянов. Номер 8 Иван Шевцов. Номер 10 Вадим Чернов. Номер 33 Андрей Прокопьев. Номер 37 Вячеслав Вдовенко. Номер 80 Алмаз Миргазов. Номер 92 Дмитрий Макаров. Номер 9 Виктор Чернышов. Запасные игроки: Вячеслав Лисак, вратарь. Полевые: Евгений Швецов, Павел Клешивцев, Илья Лопатин и Эрик Петерсон. Заявки на матч есть, но, повторюсь, вряд ли мы его сегодня на льду увидим. Внимание, у нас сейчас небольшая пауза. Гимны Российской Федерации и Республики Уругвай. Звучали гимны Республики Коми и Российской Федерации. И считанные секунды, наверное, уже остаются до начала встречи. Мы в центре поля арбитров. Судейская бригада: Дмитрий Аникин, город Казань, помощники арбитра Александр Блинов, Киров, помощник судьи Игорь Дердюк, Казань, резервный судья Михаил Целуни, город Сыктывкар. Стреляет капитан команды вместе с арбитрами. У кого будет мяч, у кого будет ворота. Напомню, что Енисей уже выступал в Сыктывкаре. Матче за Суперкубок страны. И тогда поездка Енисею, наверное, не принесла. Да. Хороших. Запомнилась она поражением от команды СК «Нефтяник», поединки за трофей, поэтому... Ну, я скажу так, что, с другой стороны, игроки Енисея, благодаря той поездке, знают все тонкости сыктывкарского льда, знают, где и как искривлены ворота, если это так можно выразиться. Забивали в том матче за красноярский клуб Шевцов, Миргасов и Вдовенко. Так что ждем сегодня от них сотворений, свершений голевых.
Ну и, конечно же, Алмаз Миргазов, один из лидеров сезона по системе гол плюс пас, за 14 игр 25 мячей и 8 голевых передач. Это второе место не только в клубном споре бомбардиров, но и второе место в споре бомбардиров Суперлиги. Лидирует Сергей Ломанов, у которого столько же забитых мячей 25, но после 13 игр. Ну и голевых передач 21. Ну, согласитесь, немножечко больше, чем 8. У Эрика Петерсона после 14 игр 21 плюс 9, и эта тройка, напомним, удерживает преимущество в гонке бомбардиров в Суперлиге. Что говорит об атаке соперника? Да, что говорит об атаке, ну и об обороне тоже не стоит забывать, потому что опытные мастера. Половина Енисея представлена в сборной России в заявке команды на чемпионат мира по хоккею с мячом, который совсем скоро стартует в Хабаровске. Прозвучал стартовый свисток, игра началась. Ну, что можно сказать? Пока 0-0, и это хорошо, да? Стартовые минуты. Еще если говорить о турнирных каких-то раскладах, у Енисея 13 побед в 14 матчах чемпионата и одно поражение, 35 очков. У Строителя, соответственно, наоборот. В 14 матчах одна победа и 13 поражений. То есть команды на разных полюсах турнирной таблицы. Да. Ну и сегодня главный преследователь Енисея, СКА «Нефтяник» Хабаровский, уступил новосибирский Сельмаш со счетом 2-3. И есть небольшой такой шанс, повод, возможность, как хотите это назовите, оторваться в турнирной таблице Красноярского клуба от хабаровчан, от принципиальных соперников, от той команды, которую все видят соперником Енисея в финале чемпионата страны, но до финала еще далеко. Хотя, конечно, сомнений, что оба этих клуба выйдут в плей-офф и будут там главными фаворитами, наверное, нет ни у кого. Сейчас начали команды спокойно. Видимо, привыкают к погоде сыктывкарской. Сегодня чуть попрохладнее, чем 3 дня назад, когда было около 0 градусов. 7. Такая комфортная погода для этого времени года для Сыктывкара вообще прекрасно. Ну и вот по картинке практически не видно, то, что сильный снегопад. Вот видим, что хорошо поработали службы стадиона перед игрой, полировали лед, действительно чистили его от снега. За Енисей играет наши службы. Могли бы не чистить. Было бы легче обороняться Сыктывкарскому клубу. Конечно, пока 2 минуты без атак, практически матч проходит, борьба в центре поля. Вот сейчас по центру поля идет, а в атаку Енисей, прорыв, удар. Да, дело доходит до удара, ну, правда, это не удар, правда, а скорее удар в сторону ворот. Ну, знаете, любой удар опасен, любая кочка, если бы это был бы газон, да, здесь любая неровность, любая трещина, мяч может скакнуть и предательски заскочить в ворота. Единственное, что было неприятно в этом моменте, как легко игрок Енисея обходил Сыктывкарцев. Ну, это Алмаз Миргазов, ему можно, к нему относятся с уважением. Сыктывкаре, лидер сборной России, прекрасный игрок. Да, для сыктывкарских болельщиков это отличный шанс увидеть лучших хоккеистов страны, лучшие команды здесь у нас в столице Коми. Поэтому я надеюсь, сегодня зрительская аудитория в этом матче будет достаточно, несмотря на результаты сыктывкарской команды. Результат результатами, а родную команду всегда любить, нужно поддерживать. Понятное дело, что если команда бы сражалась безвольно, то были бы вопросы. Ну, не знаю, по воле к победе вряд ли есть какие-то претензии болельщиков. Конечно, матч с Кузбассом вышел неоднозначным. Как будто могло показаться, что Строитель просто устал, выдохся, бросил играть. Впечатление обманчивое. Тяжело хоккеистам Сыктывкарского клуба в новом сезоне, в новом для себя дивизионе, с новым составом. Ну и, повторимся, с довольно короткой скамейкой запасных. Но сегодня у Енисея, если посмотреть, скамейка запасных не намного-то
отличается столько же запасных. 5 человек, что у Строителей, что у Енисея. Да, по качеству игроков разница, что у основы, что у запасных. Существенно. Да? Вот мы видим сейчас атака Енисея, прострел. Это даже практически удар получился. Денис Гутаренко даже среагировал. Удар пошел сам мяч мимо ворот. Сегодня у нас, да, замена вратаря. Если в предыдущем матче играл Максим Шакиров, сегодня Денис Гутаренко. Пришел в этом межсезонье к нам из Динамо Казань. Пришел и в нескольких матчах уже успел себя зарекомендовать с лучшей стороны. Ну и напомним, что именно Денис Гутаренко играл на воротах в том самом единственном пока что победном матче Сыктывкарского клуба в текущем сезоне. Вряд ли эта статистика сегодня сыграет нам на руку. Ну, посмотрим. Такой, может быть, фартовый вратарь, да? Но пока Енисей контролирует игру, контролирует мяч, довольно уверенно смотрятся красноярские хоккеисты. 5 минут тут уже прошло. Да, не видим мы такого бурного начала, как в поединке с Ну вот Кузбассом. опасная такая сейчас была передача, и на счастье Строителей, что было вне игры положение. А так бы выкат 1 в 1, и я думаю, что реализацию у красноярского клуба все хорошо, не так, как у Строителя, в том же памятном матче с Кузбассом. Но вот сейчас довольно опасно, рискованно выходили сыктывкарцы со своей половины поля. Чуть не потеряли мяч возле штрафной. Итоги потеряли в центре, но снова перервали его. Ну, лучше потерять в центре все-таки, чем возле своих ворот. Да, попытка длинным пасом выйти в атаку, но потеря. Нет, снова мяч у Строителя. Такая сутолока, да, была вот на Да, подступах и, к к штрафной. сожалению, даже углового не удалось заработать. А угловые у Строителя пошли. Помню, 2 из 3 Да, в том же самом матче с Кузбассом обернулись взятием ворот. Интересно было бы посмотреть, конечно, на схему, по которой сегодня играют Строители с 3 номинальными защитниками. Но смотрите сейчас, внимание, мог быть и останавливать игрока Строителя. Это 70 Максим Медведь, Семен Рашидов, Вячеслав Вдовенко. Можно сказать, маленький локальный успех Сыктывкарского клуба. Зашли на чужую половину поля, обострили, заработали свободные удары. Вот сейчас доставили мяч в штрафной Енисея. не удалось, к сожалению, даже углового заработать снова. Вы, Александр, так хотите угловой? Ну, это, скажем так, наиболее реалистичный шанс Строителей забить. Я думаю, наиболее реалистичный шанс это 12-метровый. Давайте хотеть 12-метровый. Даже верно. Сегодня посчастливилось быть на матче первенства России среди младших юношей 2003-2004 года рождения, но об этом чуть попозже. Нет, все спокойно. Так вот, встречались Архангельский Водник и сборная Костромской области. Матч завершился с счетом 17-0 в пользу Архангельского Водника. Но запомнилось, наверное, не это, а то, как архангелогородцы попытались 12-метровый удар разыграть. К сожалению, для них попытка завершилась ударом мимо ворот. Но за идею, за находчивость можно только похвалить команду из Архангельска. Довольно креативно вышло. Не ожидал никто. В первую очередь, наверное, даже сам игрок, которому отдавали мяч. Хочется надеяться, что сегодня, если Строитель будет не 12-метровый, то будет прямой удар, желательно в створ ворот. Но опытный вратарь у Енисея Роман Черных, вратарь сборной России, чемпион мира, причем неоднократно, 4-кратный. Простите, 3-кратный, наверное, забежали чуть вперед. Да, пока мы видим, что много пауз в игре, в общем, нет пока таких каких-то значимых событий. Ну, удар по воротам Строителя был, вполне значимое событие. Сейчас Строитель выбрасывает мяч далеко, но не находит адресата. Пас был мальчик, который за мячом бегает за пределами поля. Енисей пытается разогнать атаку, но так как-то вяло пытается. Енисею не надо костьми ложиться сегодня в Сыктывкаре. Я думаю, есть в Красноярске понимание, что рано или поздно И должны. вот выход 1 на 1.
А вот и, Счет открыт. вот и 1-0 в пользу Енисея. Да. Как-то Стоило так только, да. буднично. Ну, мы уже в прошлом матче с вами отметили, что там Кузбасс буднично забил 8 мячей, ворот Строителя. Вот, Также обычный пас, разрезающий выход 1 на 1. И, в общем, гол. собственно говоря, мы такие пасы во дворе штамповали в детстве только в клубе. Да? Обидное начало. Давайте посмотрим эту атаку. 8-й номер, 9-й номер, простите, Енисея, Виктор Чернышов. Вышло 1 на 1. Там справа даже был партнер, если бы хотел игрок выдать ей пас, не совсем уж пожадничать. Решил этот эпизод доиграть сам. Да, и в итоге 1-0 итоге на оказался 10-й прав. минуте у нас счет открыт. Гости впереди. Опытнейший игрок Виктор Чернышов играл в чемпионатах России за Маяк, за Краснотуринский, за Московское Динамо, за Казанскую Ракету, за Кузбасс тот же самый Кемеровский в сезоне 9-11 года. За Енисей выступает с 15 года и признался в одном из интервью, что приехал в Красноярск только благодаря семье, скажем так, отцу и сыну Ломановой из московского «Динамо». Сергей Иванович пригласил. Вот Виктор Чернышов согласился в 2015 году приехать. Мы снова видим опасный момент у ворот Строителя. На месте голкипер Денис Гутаренко. Там довольно болезненное повреждение получил кто-то из игроков Енисея. Сейчас будем смотреть повтор. Приняли его так на бедро. Прямо красиво. Полет был красивый. Ну, не получился здесь удар у игрока Енисея. Поэтому, в общем, наш голкипер справился, уверен, ну, должен был, в общем-таки, отбивать. Я думаю, что наш вратарь вообще должен все отбивать. Надеемся на это. Практики игровой у вратаря-строителя хватает в каждой игре. Так, гости подают угловой. И Удар. снова вратарь. На месте Денис Гутаренко. Где-то там на трибунах за него болеют знакомые, друзья из баскетбольного клуба «Ника». Это известно доподлинно. Не будем открывать все. Друзья или подруги? Все-таки Подруги, баскетбольный подруги. клуб женский. Женские, да. Может быть, просто друзья, может, подруги. Так что воодушевленный Денис справляется с очередным ударом красноярского Енисея. Ну, что можно сказать? Гости Контролируют. полностью, да, доминируют. А кто бы, кто другое ожидал, да? Если бы сейчас Строитель вел бы 1-0, мы бы с вами были бы удивлены. А то, что Енисей к 12 минуте открыл счет, держит все под контролем, это ожидаемо, это закономерно. Так, Строитель начинает атаку, но она захлебывается в центре поля. Попытка длинным пасом найти нападающего. Нашли, смотрите, вот мяч остается у Светокарского клуба, 77 номер, Не Сергей удалось разыграть Шибонко. его. Раскритиковали Сергея в социальных сетях болельщики за матч с кемеровчанами, за что получили даже строгое высказывание от тренера Строителя Павла Яковлевича Франца, потому что, может, как-нибудь сами посмотрим, кому играть на поле и как играть. Довольно, конечно, редкая ситуация, когда главный тренер сам выходит в социальные сети, чтобы вступить в прямой диалог с болельщиками. Ну, болельщиков тоже можно понять. 5-1, 5-9. Это такой матч, Тяжело который в памяти, да. И Забыть это, да. тяжело забыть, легко потерять, трудно найти. Ну да, вопросов, конечно, много к команде, постоянно у болельщиков. Очень требовательные светокарские зрители. Ну, я думаю, светокарские зрители ожидали, что Строитель, выиграв высшую лигу в том сезоне, выйдет и будет бороться за место в плей-офф сразу, сходу. Будет рвать всех в пух и прах. Но, к сожалению, старика Хаттабыча где-то на трибунах мы не видим. Нам Ну и есть объективные причины. Команда значительно обновила состав. Нужно какое-то время на то, чтобы сыграться и найти свою игру на новом уровне. Поэтому, в общем, я бы не стал так оголтело критиковать светокарцев.
Ну и проблемы с травмами, которые обрушились на Сыктывкарский клуб, это тоже такая же притча во языцах. Отсутствует у нас уже больше месяца Александр Ваюшин, травмирован защитник Сергей Филатов, травмирован нападающий Владимир Волосюк, травмирован дублирующий нападающий Вячеслав Федосеев, травмирован вот Евгений Леухин в прошлом матче, получил повреждение, тоже защитник. Ну, мы видим, что 3 игрока обороны номинально в поле действует строитель. Представьте себе, что 4-м игроком, видимо, выступает полузащитник или даже полузащитник атакующего плана. Все равно это сказывается, то, что линия обороны сейчас не сыграна. Ну и возможно, что был бы на поле Леухин или Филатов, а может быть оба, то такая разрезающая передача, как в эпизоде с взятием мячей в ворот, не прошла бы. Вот сейчас еще одна атака в исполнении Енисея. Опасно могло бы быть. Ну, отработали. Вернулись в оборону полузащитники и угловой зарабатывает Красноярский клуб. Не представили мы еще, конечно, главных тренеров команд. Оба знаменитые специалисты. Наверное, друг с другом хорошо знакомы. Павел Яковлевич Фрац, Сергей Ломанов, Сергей Иванович Ломанов. Смотрим подачу углового. Удар. На добивании. Стеной Что там остаются происходит? сыктывкарцы. Просто грудью преградили мяч. Прям подвиг Матросова совершили хоккеисты строителя. Не будем, конечно, сравнивать Енисей с теми, с кем совершил подвиг Матросов. Но героически оборонялся Сыктывкарский клуб. Да, до конца отработали, отбились. Браво. за этот Если эпизод. помните фильм «Легенда 17», да, там учили хоккеистов советской сборной в фильме грудью преграждать путь шайбе. Ну, у нас здесь не шайба, у нас здесь мяч, но бьет так же больно, поверьте. Тем не менее, мужественно наши игроки встали, отбились. Ну и 0-1, это пока что довольно комфортный счет. Никто камень Волгоград Сыктывкарского клуба за 0-1 в 16 минуте не бросит. Но самый тяжелый, конечно, впереди. Самый тяжелый второй тайм будет. Мы все прекрасно понимаем. Понимают, наверное, и игроки Енисея, поэтому не форсируют события, не вырубают максимальную скорость. Да, для Енисея это тоже выезд не близкий. Из Красноярска, в Сыктывкар. Транзитом через Москву. Что такое восточноевропейское турне. Да, кстати, вот после прошлого поединка с Кузбассом главный тренер гостей как раз таки говорил, что команда после долгой дороги первый тайм буквально проспала. Мы видим, что Енисей не спит. Енисей видел матч с Кузбассом. Понимает, что нужно с первых минут не давать сопернику повода даже для атаки. Ну и особых таких сложностей нападающий строителя гостям не создает. Вот сейчас момент, еще один у ворот строителя. Чудом только мяч летает мимо ворот в этом эпизоде. Но вратарь строителя и всем своим видом показывает, что все под контролем. Ну, ожидаемо работы много сегодня у стражи ворот строителя. С другой стороны, если бы это было иначе. Пойти в атаку, но Ну, тут, конечно, можно. Хочешь, чтобы у тебя было много работы на воротах, переходи строить. да, пока мы не видели в игре фактически голкипера гостей. Он пока красиво подавал мячи. Вводил мяч в игру. Уверенно, точно. Тоже, знаете ли, не самое последнее умение для голкипера. Мы видим, что немножко метель спала, К сожалению. но с другой стороны картинка. Зато представляете, да? Так, ну у нас Приносим сейчас, извинения да, у за нас сейчас технические неполадки. небольшие технические неполадки, к сожалению, но мы видим, что угловой сейчас будет подавать Енисей. Вот сейчас
сбой в картинке. Но Енисей, да, забивает Гости отличились. второй мяч. Да, после углового. Реализация стандартов в хоккее с мячом часто бывает определяющей. Конечно, это не в относительно данной встречи. Тут просто мастерство и опыт гостей намного выше. Но стандарт тоже нужно реализовывать. Ну и плюс невозможно каждый раз отбиваться на пределе сил, как было вот в предыдущем угловом. Здесь все-таки нашли брешь в обороне строителя. Гости. Нашли, говорится, лазейку между плотными рядами суровых мужских сыктывкарских тел. 2-0 в пользу гостей. В 20-й минуте, в общем, по голу за 10 минут, пока такой график установили гости. А график, будем говорить, ожидаемый. Выдавали на этот матч линию о том, что в разницу 8-9 мячей выдавали фору букмекеры на эту игру. Как мы видим, пока она оправдывается. Ну и те, кто только приходит на трибуну, могут, конечно, вздохнуть с сожалением. То есть 2 мяча они не увидели, довольно красивых. Отметим, что второй мяч забил Алмаз Миргазов. И теперь возглавляет список бомбардиров Суперлиги. С чем его и поздравляем. Я думаю, сегодня у Алмаза Миргазова будет еще не один шанс упрочить свое лидерство. Ну и его, с другой стороны, сегодня никто уже и не догонит. Да? То есть, как бы, Сергей Ломанов не играет, Эрика Петерсона мы тоже не видим. Молодого шведского талантливого игрока, который мог перейти в Енисей еще в 2015 году. Вот сейчас момент у строителю. Удалось попасть по воротам. Да, тут, наверное, даже вот такой полумомент можно встречать вот восторженно, повышая голос, потому что много создать игроки Енисея не дадут, и выжатый из этого полумомента угловой — это тоже плюс. Ну, тут данные расходятся. Наши режиссеры говорят, что отличился Макаров. Да, Дмитрий Технический Макаров. онлайн сообщает, Ну что вот, Алмаз нет, вот все Миргазов. уже. Режиссеры говорят: Александр, мы не правы, забил Миргазов. Спасибо, господа режиссеры. Вы у нас лучше. Атака Енисея снова. Не доходит мяч. Дальний заброс не совсем точно получился, но по идее все было красиво. Увидел игрок нападающего, который оторвался от последнего защитника сыктывкарского клуба. И если бы снаряд дошел до адресата, то выход 1 в 1, там 100% момент, я думаю, с которым игрок Енисея справился бы на ура. И продолжается атака красноярского клуба. Вот, отработали сыктывкарцы в обороне. 91-й номер Никита Свиридов. Ну, нет продолжения. Буквально втроем на одного сыктывкарца налетают гости. Ну и даже чем-то недовольны игроки Енисея. Чему им быть недовольными? 0-2 к 22 минуте. Мяч у строителя. Причем сами нарушали правила и остаются недовольны. Ну ладно. Оставим их момент на их совести. Между тем, половина первого тайма прошла. Не вижу никаких предпосылок, чтобы ход игры как-то изменился. Единственное, что может как-то изменить его, это если, например, Роман Черных захочет поиграть где-нибудь в центре поля, оставив ворота пустыми. Да? Вот это будет интрига. Это будет уже интересно. Ну вот атака. И Удар смотрите, по воротам. да, удар по в створ. воротам. Что? 93-й номер Денис Садаков, один из лидеров сыктывкарского клуба в этом сезоне. Причем недавно пополнился состав, да? Или я ошибаюсь? Да, Летом. это Да, у нас недавно пополнил состав только Никита Никита Свиридов. Свиридов. Ну Один вот из Садаков к нам из финского Акелеса перешел летом. мы увидели первый удар в створ гостей. Хозяин. Ну, в смысле, да, я вас понял. Ну, в исполнении. Да, в исполнении хозяев, ворота гостей. Ну, Роман Черных показывает то, что
Не спит. Да, мяч прямо в него, в общем, летел, и он сделал то, что должен. Хотя мне казалось, что по такой игре он мог там уже спокойно диванчик себе поставить, чашечку горячего кофе налить. Ну и через трубочку все-таки пить. Шлем нельзя ставить во время игры. Мяч снова в центре площадки. Енисей пытается разрезающую передачу. Там Проходит. 3 в 2. Моментище. Не игры, похоже, было, да? Моментище и гутарище, да? Нет, вне игры-то все-таки. Вне игры. Сейчас смотрим повтор. В любом случае, момент был вот здесь вот, да, вот забежал вот самая малость. Но в любом случае мяч в ворота не зашел, и это уже хорошо. Енисей обратно возвращает себе мяч после непродолжительной паузы. Повладел им строитель, сказал, что не наше это сегодня, отдадите лучше на контратаку. Может быть, удастся забить. Красноярске 3 раза удалось забить ценой 15 пропущенных. Может быть, сегодня удастся забить хотя бы столько же, чуть поменьше пропустить. Потому что 15-3 в Красноярске это рекордный был счет для этого сезона. Между прочим, в сезоне 2009-2010 в последнем до возвращения в Суперлигу строителя Сыктывкарцы с Енисеем сыграли довольно неплохо 1-2 и 1-7. Нас 1-2 сегодня устроит вполне. Своих 2 мяча строитель пропустил. Один еще может забить. Я думаю, 1-2 было бы очень хорошо. Болельщики бы оценили. Что поделать? Посмотрим, играть чуть более 2/3 матча. Конечно. Все впереди. Не забываем, да, что мяч круглый, поле ровное, а ошибаются все. В том числе и мастера спорта международного класса. Они, правда, пока не хотят ошибаться, а хотят только забивать. Стрелу было неприятно. Очень неприятно, да? Ну, в общем, в итоге голкипер строителя вновь повторит ритуал ввода мяча в игру. На этот раз решил далеко бросить его. Я думаю, таким ритуалом вызывает снег, чтобы снег шел обильней. Да, к сожалению, снова не удалось найти своего хоккеиста. Это звучало когда-то, как девушка никак не могла найти своего мужчину, мужчину своей мечты. Ну, в общем, Мы хоккеиста не можем своего найти. Такие вот длинные передачи пока безадресные, когда получается строителям. Может, ему в Тиндере зарегистрировался, чтобы своего хоккеиста найти. Это уже его дело. Ну, мы посоветуем. Смотрите, у нас сейчас 3 в 1 встречают. Довольно жестко, да, жестко. Судья нарушение правил. Дмитрия Макарова на лед опрокинули хоккеист строителя. Он не ожидал такого. Вот сейчас опять атака Енисея. Роман Бояринцев показывает, да, что ж вы творите? Да? Нельзя ж так играть в обороне, нельзя, чтобы такие передачи проходили опасные. Да, стандарт Енисей будет подавать. Ну, для строителя же сегодняшний матч можно просматривать как такую хорошую проверку боем. Мы сегодня можем и вратаря нагрузить, и оборону, и на угловых. Да, и, к сожалению, Да. снова с углового забивают. Я только что хотел сказать, и на угловых потренироваться, выбегать. Не совсем это получается. И 0-3. 0-3 становится счет. Да, снова с углового отличаются гости. Александр, почему вы не кричите гол, 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 когда забиваются мячи? Давайте я буду кричать, когда будет забивать строитель, а вы, когда Енисей. Я боюсь, что у меня голоса не хватит. Ну, а я боюсь, что вы меня, может, так и не услышите сегодня, да? Ну, красиво, что могу сказать. Опять Алмаз Миргазов, Да, дубль. свой бомбардирский счет. Где-то вдалеке, наверное, в Красноярске грустит Сергей Ломанов. Я думаю, у него все еще впереди. Алмаз Миргазов, между прочим, и в Красноярском матче 5 мячей забил, оформив тем самым пентатрик. А у Сергея Ломанова там был только хет-трик. Эрик Петерсон, строитель, пожалел в Красноярске, забросил только 2 мяча. Еще по разу отличились Ахмедянов, Чернов, Чернышов, Лопатин и Макаров. Ну и
Дополним то, что у строителя отличились Зубарев, Садаков и Леухин. Только что как раз это и хотел сказать, Александр, вы меня, можно сказать, опередили. Ну, Леухин сегодня пропускает игру, Садаков, Зубарев. Все шансы есть, чтобы пополнить свой список результативных действий. Я смотрю на трибуны, у нас довольно-таки неплохо людей. Напоминаю, что сегодня Сыктывкарский клуб проводит благотворительную акцию с фондом «Сила добра». Акция называется «Шкатулка мужества». На входе на стадион установлен контейнер, куда болельщики могли и до сих пор могут положить подарки, сувениры для детей. Только, конечно, не мягкие игрушки, потому что санитарно-эпидемиологическими нормами это запрещено. Смотрел перед игрой, уже были первые подарки. И, соответственно, через несколько дней игроки и руководство клуба, я думаю, пригласим и представителей болельщиков. Но сейчас, секундочку, чуть позже об этом. Еще один момент у строителя, и продолжается. Ну вот. И через несколько дней делегация хоккейного клуба «Строитель» навестит кардиологическое отделение, кардиологического диспансера, детское отделение, и вручит подарки детям. Суть акции, я думаю, никому не надо объяснять. Дети с пороками сердца, с речевыми заболеваниями проходят регулярно тяжелые медицинские процедуры, и во время них врачи дают им коробку с подарками, дети выбирают игрушку, и пока выбирают, пока присматриваются, проходит процедура, которая, можно сказать, гасит боль, и безболезненно все проходит для детей. Так же, как и безболезненно эта атака Енисея для строителя обернулась. Так что спешите, еще не поздно на самом деле поучаствовать. Коробка будет до конца игры стоять вот на входе на стадион. Ну и давайте сразу скажем, Павел Яковлевич Франц, у нас, наверное, такое нервное состояние у главного тренера. Не все получается у команды, в том числе по этой игре. Вот, как говорится, гадалки не надо ходить. Да, пока отметим то, что у нас нет удалений. Такая достаточно не грубая игра. Вы сейчас вот сглазили, да? Да? Вот. Ну, вот это первое, похоже. Александр, вам, может быть, пора открыть свое агентство. Ванга по коме или как-нибудь. Коми Ванга. Будете брать денежки за гадание. В составе строительного удаления. Еще тяжелее будет Сыктывкарскому клубу. Ну, и хотел, да, сказать, что в перерыве у нас будут розыгрыши большие на трибунах для болельщиков. Будут разыгрываться сертификаты на скидку в школе вождения. А у нас в Енисее удалили, представляете? Но теперь-то мы попрем. Мы выжидали, и сейчас в большинстве мы будем атаковать. Так вот, сертификаты на скидку в школе вождения. А сейчас составы будут равны. Опасный свободный удар. Даже 10 секунд. Мы успели провести? Совсем немного. Ну, с другой стороны, сбивал правильно. Да, была опасная атака. Там, чтобы соперник не вошел в штрафную, там опытный мастер уже нашел бы прострел передачей игрока в центре штрафной. А так, свободный удар, хоть и опасно, но не так страшно, как могло было бы быть. И вот сейчас Енисей пытались заработать угловой хоккеист Красноярска, значит, центрику. Так вот, никак не дадут нам договорить про розыгрыш. Вот, будут и сертификаты на скидку от школы вождения, и сертификат на бесплатное обучение школы вождения, и сертификат от сети магазинов, связанных с инструментами. Все это в перерыве. Много-много розыгрышей, много-много подарков. Так что сегодня на строителе не только приятный, интересный и результативный хоккей, но и много подарков, много сувениров, благотворительная акция. Ну, в общем, все вместе. Можно с пользой провести время, придя на стадион. Атакует строитель, но мяч теряется. Мяч в панике. Да. И Нарушение правил. правил. Со стороны Енисея. А нет, даже не было, говорит, со стороны строителей. Сохраняет мяч Красноярска.
Кстати, удален в составе строителя Роман Бояринцев. Это один из 3 защитников номинальных. Так что у нас защитников на поле вообще только 2 остается. Свисток судьи раздается. Да, кстати, спору вспомнить о том, что главный тренер строителя Павел Франц все-таки считается одним из лучших защитников мира в истории хоккея с мячом. Я думаю, он бы сейчас на поле бы не помешал. Да, будет удар свободный в исполнении строителя. Попытка пробить издалека. Ну, там угловой, да, я так понимаю? Заблокировали. Да, заработали угловой путь сыктывкарцы. мячу. И это шанс. Сегодня угловых немного подает строитель. А забивать Енисей с них. По данным онлайна, это второй всего лишь корнер в исполнении хозяев за 35 минут игры почти. Что ж так любите эти англоязычные слова, Александр? Мы смотрим на подачу. Там вратарь присел, поймал мяч. Не дал повода усомниться в своей квалификации. Я думаю, сейчас офсайд. Я думаю, что болельщики из Красноярска, которые смотрят нашу трансляцию, выдохнули в этот момент. Я думаю, в душе лелеют они надежду, что удастся в сухую завершить игру. У нас же есть надежда на совершенно обратное развитие событий. Атакует строитель. Сергей Шибонкин как раз с мячом. Он не дает точно ударить. Да, опять не дает исполнять мяч. Но угловой удалось заработать. Да, и недовольны этим решением арбитра хоккеиста Енисея, это Юрий Викулин, как раз капитан команды, высказывает арбитру что-то насчет его зрения. Но арбитр тверд и уверен в своем решении. И строитель зарабатывает еще один шанс для того, чтобы отквитать хотя бы один мяч. Итак, пауза. Хатовская, да? Да. Подача. Не удается пробить. Зато чуть-чуть припугнули хоккеистов Енисея. Да, Михаил Прокопьев. А тем временем еще вот сейчас был опасный момент у ворот строителя. Да. Можно, мы сейчас, надеемся, видим повтор. Чуть отвлеклись от этой истории. Да, вот у нас повтор. Снова 1-1. И Полил четвертый мяч. И голкипер, четвертый но мяч это в не воротах помешало строителя, да. забить. 0-4, да, с первого раза даже не удалось увидеть, как залетел мяч. Вот спасибо режиссерам, повтор все расставил на свои места. Игра в меньшинстве не повод для Енисея, чтобы отсиживаться в обороне. Да, отличился Юрий Викулин, защитник. Юрий Викулин, тоже опытнейший игрок, капитан команды. Начинал карьеру за Енисей еще в 2004 году, дважды был бронзовым призером чемпионата России. 8 раз становился чемпионом мира. Подчеркивает уровень соперников сегодня. Да. Юрий Викулин титулованнее, чем вся команда «Строитель» вместе взятая из тех, кто сейчас на поле. Понятное дело, что если бы мы еще брали в расчет Павла Франца, там могли бы поспорить. Это из полевых, да, у нас нету, к сожалению, не то чтобы чемпионов мира, да, но и игроков сборных своих. Так вот, Максим Немцев привлекается к команде сборной России, ко второй команде. Участвовал за нее и на Кубке России, за молодежный состав выступал на фестивале национальных видов спорта. Но до основной команды, конечно, и Максиму еще далеко-далеко. Но опять же, игра в «Строителе» — это для защитника опыт, а для атакующих хоккеистов возможность потягаться с опытнейшими соперниками. Вот сейчас очередная атака «Строителя» разбилась об оборону Енисея, как вода об скалы.
Да, и вынуждены начинать все сначала сыктывкарцы. На своей половине поля держат мяч, не спеша, найти партнеров. Ну, спешить-то некуда. В общем-то, да, сейчас уже остается до перерыва 6 минут плюс добавленное. Я думаю, что и Енисей понимает, что 0-4-то они не упустят, а Строитель прекрасно понимает, что 0-4 они не отыграют. Мяч уходит за пределы площадки. Где-то в районе скамейки запасных Строителей, и даже скамейки штрафников приземлился этот мяч, но там сейчас Сейчас многолюдно. со стороны Енисея, да. То есть со стороны Строителя Роман Бояринцев, который нарушал правила уже на поле, из пропущенного мяча его команды. А вот хоккеистам Енисея есть о чем поговорить, обсудить сыктывкарскую погоду, игру, может быть, планы на вечер. В Сыктывкаре есть куда сходить. Последний выходной день, тем более. Можно сходить в театр. Там, если не ошибаюсь, Ромео и Джульетта показывается сегодня. Как Алексей, вы просвещены нашей культурной жизнью. Да, сам ходил на этот спектакль. Всем другим советую. Маленькая реклама Академического театра драмы имени Виктора Савина в нашем эфире. Можно потом выставить им счет. Тем временем заключительная 5-минутка первого тайма у нас пошла. Прям понеслась, как поезд Москва-Воркута. И пока Енисей выдерживает этот взятый темп на первых минутах по голу за 10 минут. 4 10-минутки сыграли. Что-то было. Ну, Строители тоже выдерживает темп. 0 мячей за 40 минут. Такой темп, который Строитель взял в матче с Кузбассом. Ну а сейчас смотрите, пожалуйста, самый яркий момент первого тайма. На льду оказывается арбитр. Трибуны встретили это воодушевленными овациями, воодушевленными криками. Арбитр поправляет амуницию, все вроде хорошо. За это, конечно, не удаляют, за то, что случайно игрок сбивает арбитра. Ну, давайте смотрим сейчас еще этот курьезный случай. Где? Не совсем. Да, не попало в кадр. Шикарный у нас повтор был. Ну, мы, в принципе, из первого раза все увидели. Главное, это итог того момента. Вот. Да, Строитель. кстати. Да, Александр, слушаем вас. Да нет, продолжайте. Да, вот что, я уступил. Да, один удален. Енисей вышел. Кстати, да, смотрите БНК, читайте БНК. Я рад хотел сказать. Я к тому, что после матча пресс-конференции, что там было, что сказали главные тренеры. Читайте на БНК. Ну, видите, я угадал, что вы хотели сказать, понимаете? Ну, Впрочем, еще до этого пока долго. Второй тайм впереди. мы видим сейчас фан-сектор Строителя, там с растяжечкой, там несколько человек присутствует. Это те самые люди, которые зажгли на матч с Кузбассом в прямом и в переносном смысле. В прямом это относительно зажженных фаеров, в переносном это относительно раздевания после игры. Так что, женщины, приходите на хоккей. Здесь есть мужчины, которые не стесняются оголиться перед вами. Да, и Енисею, да, и Енисею, конечно, да. Фан-сектора Строителя, Енисей в атаке. Енисей похож на настоящую такую красно-белую машину, которая сметает все на своем пути и рвется в чемпионстве в этом сезоне. Я думаю, что Енисей в этом сезоне станет чемпионом. Но все-таки еще очень много играть, всякое бывает. Ну, по тому ходу, который Красноярск набрал, по той игре, которую они показывают. Посмотрим, пока угловой. Неудачно подали Красноярцу мяч с нарушением правил. Так вот, по тому ходу, который Енисей набрал, по той игре, которую показывают, ну и самое главное, по той игре, которая сейчас у СКА «Нефтяника», Енисей фаворит номер 1. Вот сейчас была атака Строителя. И Даже, угловой будет. да,
Был удар, приведший к угловому. Если вспоминать такую дворовую поговорку, 3 корнера пенальти, то уже пора бы строителю и пенальти заработать. Ну, во дворе у нас еще и вратарь Гоняло был, наверное, да? Да. Денис Гутаренко в душе, наверное, сейчас переживает. Сам, наверное, с радостью бы забил бы мяч. Но клюшки у него нету, как если, да. Не доходит до удара эпизод. Роман Черных напрягся и сразу же расслабился. Мяч уже далеко. Место событий. Далеко от места события, а вот журналисты БНК всегда в центре событий, поэтому читаем БНК, да, Александр? Да. В общем, да. Еще одна маленькая реклама в нашем эфире. Но, опять же, не будем забывать, кто делает трансляцию, на каком сайте она ведется. Вот, игры, первый тайм медленно и верно подходит к своему завершению. Считанные секунды остаются до свистка на перерыв. Енисей на своей половине владеет мячом. Ну и все. Раздается свисток со счетом 0-4 в матче с третьей. Енисей лидируют гости. А мы напоминаем, что в перерыве болельщиков ждут розыгрыши, сувениры, подарки и многое чего другого. Не уходите никуда, а во втором тайме будет еще интереснее. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. В череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент».
флаг за Путина. Красный флаг дайте за Путина. Настоящий снегоуборщик «Прораб», 5,5 лошадиных сил, захват 53 сантиметра, всего за 19 900 рублей. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.
возобновляем нашу трансляцию из города Сыктывкар. После первого тайма местный строитель в тяжелой борьбе проигрывает красноярскому Енисею со счетом 0-4. В общем, пока никаких неожиданностей нет. И, в общем, интриги у нас в матче, я думаю, две основных, да? Сколько забьет Миргазов? А Да, вторая? уже 3. Это уже третья, да, Потому Александр? что комментаторы обсуждают, будет ли тотал больше 10. Мгм. Так, Ну дальше. и еще интересно, я думаю, забьет ли строитель. Да, это Я уже думаю- два тайма уже строитель не забивает. Да, да и гол в ворота сильнейшей команды страны, я думаю, было бы приятно увидеть сыктывкарским болельщикам. Напомню, что в матче с Кузбассом во втором тайме строитель не смог распечатать ворота соперников. Вот в первом тайме матча против Енисея соперник также отказывается наотрез пропускать. Так что да, интриги есть. Ну и вот если посмотреть на YouTube-канале, там действительно уже есть комментарии, вопросы, сколько забил Миргазов. Да? Миргазов забил, если верить онлайн и протоколу, дважды. Ну, то есть у Миргазова сейчас 27 мячей у Алмаза, этих бесценных глаз в Суперлиге России. 2 из них пришлись на сегодняшний день, а всего уже 7 на счет строителя. Вот, напомню, в Красноярске Миргазов 5 раз огорчил вратаря строителя. Да, еще хочется отметить, что по данным официального протокола на игре присутствует 1300 зрителей. Это чуть меньше, чем 3 дня назад, когда приезжал кемеровский Кузбасс. Но, может быть, предрабочий день сегодня. Поэтому многие предпочли провести его дома, готовясь к завтрашнему выходу на работу. Отлежаться, отоспаться, отдохнуть, одним словом. Не отдыхаем только мы с вами, Александр, но и, соответственно, хоккеисты. Еще говоря о статистике первого тайма, хочется отметить то, что гости, в общем, по всем показателям превзошли строителя, это очевидно. По угловым преимущество гостей 5 против 3. 3 раза подавал строитель, 5 раз Енисей. Равенство по положениям вне игры 2-2. Существенно. Ну, по штрафному времени на 10 минут больше набрали красноярцы. 20 против 10 минут у строителя. Ну и вратарь строителя отбил больше ударов, чем вратарь Енисея. Да, это тоже совершенно очевидно, предсказуемо. Не, почему? Он мог не отбивать, с другой стороны. Ну, просто больше было ударов по его воротам. Это да. Я вас понял, Александр, это была шутка. Ага. Может быть, кто-то оценил из зрителей. Ну, мы видим, что команда уже на льду. Енисей готовится встретить второй тайм. Я пока и заодно встречаю этих хоккеистов-строителя, которые выходят по трибунного помещения, такой, растянувшись такой гусеничкой. Растянулись прям как турнирная таблица Суперлиги в текущем сезоне, который, напомним, уверенно возглавляет Енисей, как раз красноярский, наш сегодняшний соперник. А замыкает ее сыктывкарский строитель и Кировская Родина. Которые скоро пройдут очный матч, кстати. Ну, давно уже ждут этого противостояния и в Кирове, и в Сыктывкаре. Оно даст ответы на многие вопросы. То есть можно судить об игре строителя на фоне матча с Енисеем, да, на фоне матча с Кузбассом, хотя там тоже, повторимся, такие двойственные эмоции, разные ощущения. Вот, но точный ответ на вопрос, какой же сегодня сыктывкарский строитель, дадут именно матчи с Кировской Родиной. В общем, с равной по классу командой. Например, да, например, в Кировской Родине сейчас играет Дмитрий Евтюшин, да, вернулся на родину в родину. Экс-капитан команды, который в том сезоне выступал за строитель, выиграл вместе с сыктывкарским клубом высшую лигу. А в составе строителя, наоборот, кировчане выступают, там, Евгений Илюхин, да, который был в том году в составе Родины. То есть такое броуновское движение кировских хоккеистов приводит к тому, что обе команды сейчас борются за предпоследнее, не совсем почетное, но все же место в турнире таблицы. Ну и, конечно, очная встреча
рассудить. Who is who? Да, тут небольшая пауза у нас перед возобновлением игры. Стесняется хоккеист Енисея водить мяч в игру. Но вот все-таки судья дает, Знак. все-таки дает свисток, да. Как пел Валерий Кипелов, тебе дадут знак. И игра продолжается с мячом Енисей. Удивительно. Сразу же попытка длинным забросом найти своих, но строитель отбирает мяч. Енисей Не проходит это, пас. Енисей это Манчестер Сити. Ну, Хоккеист по с форме мячом. скорее Арсенал. По форме, давайте, по результатам Манчестер Сити по игре, да. По форме Арсенал это сегодня это СКА Нефтяник, который умудрился Сельмаш проиграть. Итак, 0-4, напоминаем. После первого тайма гости впереди. Ну, они сейчас завладели сразу мячом, контролируют его в центре поля. Пытаются найти брешь в обороне Сыктывкарского клуба. Его даже вроде как бы находят. Да? Достает игрок Енисея мяч. Заброс Пытается в сделать штрафную. штрафную, а там еще От- с лету хотел пробить. Да, такая небольшая суета была, но обошлось. Кстати, отметим еще то, что перед игрой была такая метель в Сыктывкаре, то сейчас все успокоилось. И, в общем, даже незаметно практически следов. Погода увидела солнце русского хоккея Сергея Ломанова и сошла на нет метель. Нарушение правил со стороны строителя. Нарушений правил, конечно, довольно много. Но при этом удалений, игра, да, немного. Игра удаления, не грубая. удаления Всего так сказать, 3. редкие, да, и жесткости, и такой грубости нету. Ну, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем с вами, как матч, скорее всего, завершится, да, процентов на 99,9. И грубость в такой ситуации, наверное, излишна. Вот сейчас строитель выигрывает борьбу, 23 номер, ушел от соперника. но не Максим удается Зубарев, да. сделать точную передачу в атаку. Ну, тут довольно сложно что-то сделать Сыктывкарскому клубу. Довольно опытная линия обороны Енисея. Я даже, если честно, там практически про каждого хоккеиста есть огромная статья в Википедии, где расписаны все его регалии, заслуги, звания, достижения. Так что ребята действительно поигравшие и выигравшие все на своем веку. Наверное, единственный трофей, который практически никто из Енисея не выиграл, это чемпионат высшей лиги. Что, в общем, логично. Да, потому что они там Не играли. не играли. Ну, разве что за Енисей 2, да, там за молодежный состав. Строитель О, в атаке, смотрите, удар, да. но не проходит мяч. На угловой. Да, принимает Давайте на себя отметим защитник. этот факт. И четвертый угловой строителя в игре. Первый, простите, во втором тайме. Играет у нас Депеш Мод, Personal Jesus на трибуне. Диджей дает жар. Своеобразный выбор, скажем так. Ну, это не все вашего скриптонита включать. Вот момент. Вот тут грамотно сыграла стенка. Преградили путь мячу. Но мяч остается у строителя. Попытка начать новую атаку. И такой заброс на удачу, я бы сказал. Но удача отворачивается, к сожалению. Да, строителю в игровых автоматах тоже не стоит пытаться что-то выиграть с таким коэффициентом успеха. Впрочем, и атака гостей тоже ничем не заканчивается. Ну как, ударом от ворот в исполнении Дениса Кутаренко. Он сегодня касался мяча довольно часто. Ну, самый активный игрок в составе строителя. Да, да. Может, в сборную вызовут. Ну, с другой стороны, его бы вызвали, если бы он все 4 голевых момента еще предотвратил. Вообще цены бы ему не было. Но, с другой стороны, если бы он еще и такие бы моменты бы ликвидировал, какие были у Енисея, то играл бы, наверное, сейчас не в строителя, а за нашего сегодняшнего соперника. Хотя линия вратарская у Енисея одна из лучших в стране.
Наверное, только СКА-Нефтяник может поспорить. Может даже и выиграть этот спор. Енисей, Не если спеша. кто не знает, 11-кратный чемпион страны СССР и 4-кратный чемпион России. Пора ему в этом сезоне оформлять 5-е чемпионство. Я думаю, красноярские болельщики не то чтобы заждались, все-таки не так давно было крайнее чемпионство, но надеются и с оптимизмом смотрят в этот сезон. Все-таки возвращение Ломанова-младшего вселило надежды. А триумфальное шествие по играм Эрика Петерсона, молодого шведского дарования, лучшего игрока чемпионата мира по хоккею с мячом прошлого года. Парень, который в 20 лет забивает 14 мячей на чемпионате мира и до 20 лет успевает 300 мячей в шведском чемпионате забить в одном из сильнейших в мире. Это что-то да значит, эти скупые цифры статистики. Может быть, даже хорошо, что его сегодня на поле мы не видим. 95-го номера. Мы видим затяжную атаку Енисея. И гол, да. Ну вот надо, конечно, повтор еще раз посмотреть. Прошла такая далекая передача. Она летела в половину поля. Не знаю, за это время... Что только можно было сделать за это время? Здесь такой... За это время наш Александр бы уже пресс-релиз бы написал об игре. Такая достаточно затяжная атака. И сначала Енисей пытался подступиться к воротам. К сожалению, вот с этого повтора немножко... Да, не виден сам момент. Вот Нет, момент виден, да, гол виден, момент передачи. И вратарь, мне показалось, не совсем уверенно вышел на этот навес. Ну, не будем пока судить строго по одному моменту, по одному отдельно взятому эпизоду. Может, свое право на ошибку. Ну, нет, вряд ли Максим Янов, вратарь, забил этот мяч. Это было бы уже какой-то Это был бы перебор, да, тем более он даже не основной. не в игре, я так понимаю, да. И, может, конечно, уже поменяли вратаря хоккеисты Енисея. Но его даже, в принципе, сегодня в заявке на матч нету, так что да. Вряд ли Максим Янов забил. Простите нас, дорогие режиссеры, но вы не правы. Еще одна атака. И еще один мяч. А, и, Александр, вы обещали кричать гол. Хотя... Гол! 0-6. Будет как-то нелогично все-таки, если я буду кричать, когда будут забивать в наши ворота. Ну, вы же комментатор не должен быть предвзятым. Ну, это на Первом канале. Это на Первом канале. На Втором уже можно. Ну и на нашем тем более. 0-6. Енисей. Ускорились гости. Если раньше забивали раз в 10 минут, то сейчас 2 гола. Ну, подождите, еще 60-я минута не прошла, может быть, прекратят. Но смотрите, 80-й номер, да, не пожалел Алмаз Миргазов. Выкатил передачу на Вячеслава Водовенко и отличился полузащитник красноярского клуба. Выступавший и за Енисей в свое время, давным-давно повернувшийся в клуб из СКА-Нефтяника. Принципиальный такой соперник, принципиальное возвращение для него, для Вячеслава Вдовенко. Ну и отметился уже мячом в Красноярске, напомню, не удавалось ему этого сделать. И продолжает контролировать мяч Енисей. Ну, я хотел бы отметить, что Алмаз Миргазов добавляет к своим 2 мячам еще результативную передачу. 2+1 у него сегодня тоже. Это как минимум, да, то есть мы... Нет у нас под рукой технического онлайна, прямо вот точного, да? Хотя, Александр, может быть, у вас есть, да? К сожалению, сайт rusbandy.ru не работает, сломался. Ну, это бывает. С начала второго тайма повис сайт, поэтому мы не можем оперативно посмотреть. Ну, в любом случае, Алмаз Миргазов уже минимум 3 результативных действия сегодня совершил. Мне кажется, это не последнее его, скажем так, Ну, скажем, у него еще много движение, времени, чтобы пополнить. Да, конечно. Мы надеемся, что строитель все-таки сподобится. Хотя бы одно взятие ворот мы увидим сегодня. И желательно не свои. Да, это важно. Свои-то можно. В чужие посложнее. И вот момент еще один у ворот строителя. Ну,
Голкипер строителя Здесь на вышел, месте. да, вовремя Денис Гутаренко. Немножко обескураживающее начало, видимо, второго тайма было для хоккеистов Сыктывкарского клуба. Мы сейчас смотрим еще раз прорыв. Да, на дальний, слева один игрок был. Абсолютно один. Может быть, ему надо было найти невесту? В Сыктывкаре много красивых девушек. Да еще вечер впереди, так что не будем забегать вперед. Я думаю, что зачем время терять? Я думаю, если отсутствие одного игрока на поле в составе Енисея никто не заметит. Может быть, даже сами хоккеисты Енисея не почувствуют. Но строитель включает прессинг с нарушением правил, конечно. Здесь был момент. Енисей снова разгоняет атаку по центру поля. Проход в 2 передачи буквально прошли половину поля хоккеисты Енисея. И притормозили. Они поняли, что в принципе вдвоем на 6 идти не всегда резонно. Можно и мяч попридержать, можно и дальней передачи найти своего в районе штрафной площадки. Но если не получится, то собрать подбор и продолжить снова атаку. Да даже если не получится, то 0-6. Ну, кто их осудит? Ну, разве что главный тренер, да? Комбинируют гости на фланге. Ну, просто такая хоккейная бендийная тики-така была от Енисея. Строитель отобрал мяч, вот Михаил Середков тащит его до центра поля. И решает. Его дальше. Да, ну вот это опять же, вы смотрите, отбирает мяч Енисей. На чужой половине поля сыграли агрессивно, плотно, персонально и отобрали мяч. 8-й номер Енисея с мячом Иван Швецов. Ищет красноярский клуб направление для очередной своей кинжальной атаки. Видимо, находит, да, вот проход по центру, пас на фланг, снова смещение в районе центрального круга, штрафной площадки и удар в руки Дениса Гутаренко. Смотрим, 37-й номер, это Вячеслав Давенко. Да, уверенно прошел, обыграл, пробил. Мастерство позволяет. Да, мастерство, как говорится, на таком льду не испортишь. Тем более лед хороший. Снега действительно нету. Ну, смотрим, как вратарь Енисея элегантно скидывает мяч в центр поля. Такой бейсбольный манер. У него даже и в этом компоненте сегодня не так было много возможностей, да? Ну, кстати, да, вот заметили, да, вот номер 30 уже на воротах в составе Енисея, это Вячеслав Лисак. Начинал-то игру Роман Черный. Да, дают игровую практику тренеры. Ну, Вячеслав Лисак тоже должен где-то же Опасная играть. Вот сейчас атака смотрим. Енисея. Выдохнули, да? Выдохнули. Вот, Вячеслав Лисак, номер 30, ему 25 лет, и в этом сезоне уже провел несколько матчей в Суперлиге, в том числе и на домашнем льду против хоккеистов Сыктывкарского строителя. Опять-таки напомню, тот матч завершился с счетом 15-3. Вячеслав Лисак отыграл полностью игру. То есть это хороший знак для строителя. То есть этому Этому мы голкиперу уже можно забивали. забивать, да. Роман Черных ушел Непробиваемый. непробиваемый, да. Вячеслав Лисак может нам подарить хотя бы мгновение радости. Мгновение радости нужно ценить, на самом деле. Это же память на всю жизнь. Через несколько лет рассказывать внукам: я видел мяч строителя ворота Енисея. Да? Да, не часто это бывает. Вообще не часто Енисей приезжает в Сыктывкар. Да, ну вот действительно, если посмотреть по истории событий, в новейшей истории, да, то есть за исключением Суперкубка и вот сегодняшней встречи, то только в 2009-2010 году, в том сезоне как раз, Енисей проезжал, когда обменялись команды, не обменялись, а Енисей дважды выиграл 2-1, 7-1. Как раз 2-1 пришелся на матч в столице Республики Коми. А до этого Енисей в современной истории отечественный хоккей с мячом и не ездил в столицу республики. Да, вам напомню, было разделение по группам, Восток-Запад, и то строитель не попадал в плей-офф на Красноярский клуб,
то Строитель просто не попадал в плей-офф. Да? Енисей неизменно был в лидерах. Не засчитан гол, было вне игры. Ну, это так буднично, да. Вот, в общем, Енисей неизменно был в лидерах своей группы, и вот жребий, не жребий, точнее, а расклад сил регулярно разводил эти команды по сетке. Так что довольно редкие гости красноярская команда столицы Республики Коми. Честно смотрел историю противостояний вот с 94 года, действительно, вот только сезон 9-10 года. Единственные матчи. Не удается прессингу сыктывкарцев, не получается отобрать мяч. Снова Енисей идет в атаку. И еще вот один, на это замахе стопроцентный момент. Гол. Ну, здесь, да, гроссмейстерски разобрался красноярец. На замахе убрал защитника. Но он выдержал еще на паузу. замахе и вратаря убрал. Да, Вот и это- еще и вратаря убрал. И Ну, это можно наслаждаться, попивая чашечку горячего, не совсем кофе, да? ну, скажем так, в подборку самых красивых голов там матча. Ну, Номер 49 Илья Лопатин. Это Ура. отличился. Красиво. 18-летний игрок. Между прочим, для него лед Сыктывкара не чужой. Именно в том году Илья Лопатин выиграл здесь, на Сыктывкарском льду, первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Но и нельзя сказать, что в этом сезоне у Ильи нет практики, наоборот, его регулярно используют Сергей Ломанов-старший. 14 игр, это уже 15-й матч на счету Ильи Лопатина, и это 5-й гол его в этом сезоне. То есть молодой, талантливый, перспективный игрок. Я думаю, все у него впереди. 99-го года рождения. То есть ему в этом году 19 только исполнится. И уже обращает внимание на себя. Посмотрите, вот сыграл как настоящий опытный мастер. Я думаю, не помешал бы нам такой нападающий, как 19-летний Илья Лопатин. Но, опять же, вспоминая тот же самый Эрик Петерсон, о котором мы сегодня уже не раз говорили, он в 19 лет уже считался звездой мирового хоккея с мячом. В Швеции доверяют своим талантам. У нас таких талантов, которым тренеры основы, в которых тренеры верят, которых ставят на поле, раз-два и общался. И Илья Лопатин — это, наверное, счастливое исключение из правил. Ну, и тут я думаю, что по такой игре можно было бы и сегодня и Никиту Агафонова нашего выпускать на поле почаще. Еще одного победителя того же первенства мира. да, на результате бы это вряд ли отразилось. Но я думаю, играть с такими, против таких мастеров — это хорошая школа. Я даже думаю, что это не даже может быть не сколько из разряда получения опыта из школы, сколько дать возможность отдохнуть кому-то из игроков основы, в том числе, да? Впереди у Строителя тяжелейшие матчи домашние против Ульяновской Волги и Динамо Казань. Команд, с которыми на своем поле Строитель вполне может побороться и, что там греха таить, даже победить. Но мы рассчитываем, что хотя бы это произойдет в матче с Казанью, но и игра в Ульяновске показала, что не так уж сильно Волга-то, как ее рисуют. Ну, это вопрос случая. Игра может пойти по-разному. Матч в Ульяновске, который Волга выиграла 5-4 у Строителя, это был один из лучших в исполнении Сыктывкарского клуба в этом сезоне. Очередная атака Енисея и, похоже, Сбивает нарушение правил. 12-метровый, да, удар сейчас будет? Ну вот Жест арбитра. 12-метрового мы сегодня еще не видели. Вот я вспоминал сегодня, да, игру детскую, где юношеский водник разыгрывал 12-метровый удар. Может быть, сегодня и сейчас нас Енисей чем-то подобным порадует. Будем смотреть, так, кто у нас будет к точке подходить. 80-й номер я сейчас видел. Обрабатывал мяч. Это Алмаз Миргазов. Хочет пополнить свой бомбардирский счет, поэтому вполне ожидаемо. Вот, мы видим, сейчас на лед выходит Сергей Елфимов в составе Строителя, да, то есть тоже игрок, которому редко удается провести много времени на поле. Да, а Максим Немцев, получается, удален за нарушение. Да, есть такое. Ну вот смотрим, Алмаз Миргазов и гол. Уверенно реализует.
как из пращи такой выстрел. Только если бы наугад действовал Денис Гутаренко, может быть, смог бы среагировать, так, ну, отбить этот мяч. А действовал по мячу, действовал по удару. Очень тяжело было что-то противопоставить. Вот просто вот, не берущийся удар. Ну и мы можем поздравить Алмаза Миргазова с хэт-триком. Да, можем, но не будем. Мы сегодня... Пусть красноярские болельщики его поздравят, Пусть которые сами так за него переживают и интересуются, сколько он сегодня забил. Да. Мы, в принципе, ребят, мы ничего против Алмаза не имеем. Мы просто хотим ответить на ваш вопрос по окончании игры, потому что играть-то еще 25 минут. И вопрос, сколько забил Алмаз Миргазов, он как бы открыт. Мне кажется, мы еще, может, еще 1-2 даже увидим великолепного мастера хоккея с мячом. Что хотелось бы добавить, так это то, что мы ждем, что Алмаз Миргазов еще в финале чемпионата мира еще 3 мяча забьет. Прям надеемся, да? Вот. Опять тот же самый Эрик Петерсон, он в финале чемпионата мира прошлого года забил, сравнял счет в конце игры, а потом шведы еще и выиграли этот финал в сборной России. Вот. Где был Миргазов, да? Где его хитрик? А хитрик ворот строителя. Не то, что должно откладываться в памяти у такого опытного, титулованного хоккеиста. Но приятно, понимаю. Строитель с мячом. 2/3 матча позади уже. И 0-8. Ну, поверьте, 2 часа на открытом воздухе — это тоже приятно для легких. Кислородом подышать, побегать, физические нагрузки. Полезно побегать за мячом, который в основном у игроков Енисея остается. Вот сейчас отбор проследовал. Номер 7 как раз вот Никита Агафон, да, вот появился на игру, о котором мы с вами говорили. Я думаю, что довольно оправданно его пускали в бой. Ну и опять же и Сергей Ефимов, как мы говорили, уже на льду, и Никита Агафон. Это не просто опыт, да, это возможность отдохнуть и лидерам Сыктывкарского клуба. Понятно, что половина команды травмирована, половина лидеров уже подустали. Это... Вот, так что продолжаем наблюдать за интригами сегодняшней встречи. Напоминаем, у нас пока 3 вопроса открыты. Сколько забьет Миргазов? Сколько забьет Енисей? Забьет ли вообще строитель? Можно было бы сейчас Миргазова заменить, надеть на него свитер строителя, и вот тогда эта интрига была бы еще интереснее. Да? Она бы прям вдвойне бы усилила интерес к этой игре. К сожалению, пока не додумаюсь до таких нововведений в правилах хоккея с мячом. Ну да, такое возможно было бы только в каком-нибудь дворовом матче. Да, можно было просто выйти на лед и после первого сказать: мы неправильно поделились, давайте переделимся, да? Было бы интересно, я с вами согласен. Я думаю, стоит, Александр, такое предложение внести в Международную федерацию хоккея с мячом, сделать вид спорта еще зрелищнее и интереснее. Да, мы сейчас видим Енисей в атаке, но не спешит, ждет подкрепления. Енисей не спешит. Енисей понимает, что с мячом строитель прощается снова. Мяч Дениса Гутаренко снова забирает в руки. Знаете, как говорят, что вратарю для того, чтобы почувствовать уверенность в себе, нужно потрогать мяч, да, пощупать его. Вот у Дениса Гутаренко сегодня уверенности, наверное, хоть отбавляй, после того, сколько раз мяч в руках оказывается. Вот неплохая атака строителя может быть. Ну, смотрите, вот да, по флангу проход, в центр, будет ли передача? К сожалению, не Ну, удалось. показывают, конечно, там завалили игрока строителя. Ну, были такие претензии Такой на спорный нарушение момент, правил. не совсем однозначный. А вот сейчас еще одно. Сразу контратака Енисея. Ну и мяч 9. снова в ворота. 9 мяч. 92 номер. Макаров. Дмитрий забивает этот гол. Дебютировал Дмитрий Макаров в 2012 году. Выйдя на замену в матче против Водника. Это красноярский хоккеист. Выступал из-за второй команды Енисея.
пробовался в командах СКА Свердловск и в Уральском Трубнике. Правда, на лед Золотрубник в основе ни разу не вышел. Ну, так, технично перебросил мяч. Ну, мы сегодня видим, как игроки Енисея технично расправляются с обороной Строителя. Слово «технично» и игроки Енисея — это, наверное, синоним. Можно в словарь синонимов русского языка внести. Тоже можно. Ну, можно по итогу сегодняшней игры можно несколько предложений, да, разработать. Я запишу. Обязательно. Ну, здесь уже пустые. 10-й. 10-й, да, и вот мы видим снова там Алмаз Миргазов с кем-то обнимается. Он ли забил или не он ли? По-моему, Макаров. Еще раз. Сейчас нам покажут повтор, я думаю, что... Десяточку Енисей разменял. Вот одна интрига. Разрушилась, да? Пробьет ли Енисей десяточку? Ой, смотреть, вот у нас повтор. Да, снова Макаров. Ударная для него выдалась 1 минута. Да, дубль оформил. Причем второй гол вообще практически, ну, надо было с метра попасть в пустые ворота. Да, это тоже надо умудриться. Далеко не каждый хоккеист может попасть. Ну, матч с Кузбассом показал, да, что не каждый. Может быть, каждый хоккеист Енисея может попасть, но не каждый в принципе. Грустно, конечно, смотреть на игру, в которой твоя команда проигрывает со счетом 0-10. Ну, мы с вами, мы никуда не уходим. Да и болельщики на трибунах по-прежнему. Болельщики у нас просто эстеты, хоккей с мячом. Они понимают, да, что не каждый день увидишь игру такой команды, как Енисей. Ну и с другой стороны, они же пришли сюда смотреть за хоккеем с мячом, а не в надежде на то, что Строитель победит. Да? Может, конечно, у кого-то была эта призрачная, иллюзорная надежда, но она, наверное, развеялась минут так уже на 10-12. Ну а тем временем Енисей зарабатывает еще один угловой. Как там, Александр, как у нас с угловыми по счету, по К количеству? сожалению, пока сайт Федерации хоккея с мячом по-прежнему лежит. Я думал, вы помните все. Но во втором тайме Енисей гораздо меньше угловых подает. И хорошо. В основном все с игры. Зато Енисей во втором тайме забил больше. Ну и голы такие красивые, ну, эстетические. Тут, коллега, с вами остается только согласиться. Сетовать Строитель может только на то, что Енисей действительно забивает и играет красиво. Что не гол, то прямо на выставку достижений народного хозяйства. Красноярский, конечно. Мы можем только... Мы на свою выставку мы можем только несколько сейвов Дениса Гутаренко, точнее, предъявить сегодня. Строитель держит мяч на своей половине поля. В общем, такой редкий Случай, да. когда Строитель держит мяч. Тут более редкий случай. Тут прошла практически передача на Никиту Агафонова, и он вырывался 1 на 1 с вратарем. Но Передача была чуть-чуть не точна, а вратарь Енисея чуть-чуть раньше вышел, чем хотелось бы нам. показал, в общем, что он еще не спит. Тут Денис Гударенко ближний угол, надежно прикрывает. Красноярский сейчас уже поздний вечер, я так понимаю. Ну, в общем, дело ближе ко сну там. Сегодня не до сна, сегодня любимая команда для всех красноярских болельщиков выигрывает и выигрывает очень крупно. Поэтому и близка к тому, чтобы сделать сухарь. Смотрим еще один угловой в исполнении Енисея. Мяч мимо ворот пролетает. Проводил его наш вратарь взглядом, таким полуобреченным уже, да. Со словами: ну ты что, опять куда-то? Не надо. На сей раз уговорит. Мимо ворот пролетел снаряд. И безжалостно Денис его вбрасывает в игру. Мяч Практически на Строителя. чужое половину поля. И вот был момент. Попытка пробить. Сейчас бы забить, и голевая передача ушла бы Денису Гутаренко в актив. Будет угловой. Больше 15 минут осталось Строителю мучиться. Или попробовать нам все-таки собрать волю в кулак и забить гол.
Да что такое, давайте сразу 9. Для 9 не помогут. 9? Ну я не принял. Посмотрим, что-то такое нахимичили какие-то Но строители. опять не удалось пробить. Следует. И Енисей теряет мяч. Тоже редкое событие. Ну, одно наслаждение смотреть, как играет красноярский клуб. И это, напомню, они еще без Ломанова и без Петерса. Потому что с ними было бы все еще хуже для хоккеистов из столицы Республики Коми. Ну, то есть можно было прибавлять еще по 3 каждому. Ну, я думаю, что да. Так только у нас Алмаз Миргазов пока автор хэт-трика. Единственный представитель этой ударной тройки. Да, и обеспечил себе хороший такой отрыв в гонке бомбардиров. Строитель пытается все-таки довести дело до удара, но снова не удается. Ну, сейчас был на момент, если бы вратарь Енисея еще мяч был выровнен. Ошибок бы делал. Но, к сожалению, не Игорь Кенфеев на воротах красноярского клуба. Таких вольностей он себе не позволяет. А строитель атакует. И мы слышим, как поддерживают команду болельщики. Ну, болельщики понимают в данном случае, что хотя бы один мяч хотели бы увидеть все. И будет сейчас Удаление. стандарт и удаление у Удаление ворот ставится. гостей. 55-й номер за подножку удален. Да, Михаил Прокопьев отдохнет. Чемпион мира, между прочим, 2016 года. До 14 лет даже не играл в хоккей с мячом Александр. Учился, любил историю, географию, математику. Ходил на матчи футбольного торпеда. Простите, хоккейный. Смотрим, как строитель распорядится шансом. Вот сейчас Заброс. вратарь на перехвате ошибся, да? Вот она, Акинфеевщина пошла, да? Ошибся, наверное, в выходе из ворот Да, но вратарь. исправили партнеры ошибку. И нарушение правил. В составе строителя, я так понимаю, сейчас будет удаление. Смотреть за этим эпизодом. Что было? Не совсем понятно. Наверное, игра высокоподнятой клюшкой все-таки, да? Ой. За подножку. А это старая. Ну, уже Прокофьев. Вот здесь Антон Оппенлендер у нас покидает площадку. Садится перевести дух. Но что-то мне подсказывает, что может Антон не доиграть, не досидеть все свои 10 минут штрафного времени. И чуть пораньше вернуться на поле, если Енисей забьет 11-й мяч. Антон Оппенлендер, да, тоже новичок этого сезона в составе Сыктывкарского клуба. Тоже один из опытнейших и сильнейших игроков команды. Держится на нем хребет полузащиты. Ну, конечно, видно, что не хватает строителям еще пары-тройки опытных игроков. Вот дальний удар. Не достигает цели, к сожалению. Ну, я думаю, Енисей тоже горит желанием играть на ноль. В том числе и сам вратарь второй, да, Вячеслав Лисак, который вышел на поле в перерыве. Для него это шанс показать себя. Понятное дело, что с Романом Черных тяжело бороться за место в составе. Ну, вот Свою он порцию снова игрового времени получает вратарь. Да. И мы видим, что не зря. Партнеры дают ему поиграть. В общем, сейчас позволили пробить сыктывкарцам. Он пока доказывает, что он не зря играет за Енисей. Да? Хоть и второй номер в команде. Но оправдывает звание и доверие тренеров. Тем более 25 лет уже довольно. Нельзя сказать, что он не молодой вратарь, да? Поигравший. Хотя для хоккеиста, как мы уже говорили, 25 лет в бенде это не молодость, конечно, но только
скажем, переход к статусу опытного игрока. Енисей разыгрывает мяч, но атака не удается. Если бы 10 атак Енисея еще в этом матче бы не удались, то сейчас было бы 0-0. И мы бы с вами бы прям переживали за исход матча. А так, я думаю, мы переживаем только за количество мячей, за 0 в графе забитые напротив команд «Строитель». Я думаю, в матче с Волгой, из Ульяновской, и с Казанским «Динамо» «Строитель» пополнит свой запас забитых голов. Конечно, вода и пропущенным, скорее всего, тоже. Посмотрим. Ну, смотрите, как элегантно Енисей Да, и устроил перепасовку в районе штрафной площадки «Строителя». ну и под стать наш голкипер красиво сложился, отразил мяч. Да, прям по хоккею с шайбой, прям можно судить. Великолепную реакцию, пластику, гибкость демонстрировал Денис. Ну и реакцию, конечно. Атакует Енисей, затяжная атака. Мне кажется, что в Енисея затяжная атака длится вот уже 81 минуту. И на добивании. И на добивании Но там нарушили судья не засчитывает правила, мяч. Да. Хватит уже с Енисея 10 забитых мячей. Что? Зачем? Сейчас бы посмотрим повтор этого момента. Вратарь отбивает, да, там офсайд, скорее всего, был. Ближе всех оказался игрок Енисея к вратарю. Был ближе всех в момент удара. Тянет его как магнитом к нашим воротам. Раз уж начали говорить о предстоящих соперниках Строителя, надо напомнить, когда игры. Игры у нас будут 11 и 14 января. Да, то есть Строитель сейчас в таком напряженном графике, 4 подряд домашних игры в течение буквально 2 недель. Ну, поэтому и есть возможность сейчас при счете там 0-8, который был 0-10, дать отдохнуть лидерам, дать поиграть Агафонову, Селедкову, Зиганшину, Елфимову, тем ребятам, которые начинали матч на скамейке запасных. Сейчас очередной стандарт зарабатывает Енисей, угловой. Это опасно, да? Смотрите просто. Удар в ближнего игрока. Попадает мяч и на угловой улетает. 24 номер. Юрий Викулин, капитан команды, подает. Там очередной такой опасный выстрел. Болельщики по-прежнему на взводе. Верят, что, может быть, удастся все-таки отличиться от карты. А вот вперед бежит Михаил Селедков. Наконец-то открыл бомбардирский счет в прошлом матче с Кузбассом. Долгое затишье у него было. И очень хочется верить, что продолжит забивать в последующих играх, да, потому что чтобы не пришлось сравнить его с тем самым ружьем, да, которое выстрелит один раз и больше не будет, как у Чехова в пьесе. Минутка филологии в эфире. 93-й номер. Садак прорвался по флангу. Максим Медведь прессингует. 70-й. Никита Агафонов, мы видим, по-прежнему в игре. И удалось заработать угловой? Да нет, Нет, там аут. аут, все-таки. Заброс сейчас будет штрафной, там нельзя так высоко клюшку поднимать, как один из игроков Строителя пытался. В любом случае мяч у Енисея, и вот опасная контратака со стороны красноярской команды. Раз Енисей раскладывается, это всегда страшно, ужасно и практически всегда голевой момент. Но не в этот раз. Да, Сейчас на ровном месте падает Сергей Елфимов. Пообщались мы в перерыве с Александром Ваюшиным, травмированным нашим, ждет восстановления. Не хватает его в атаке, конечно.
Равно как и наших защитников не хватает. Сегодня, напоминаю, Строитель играет в 3 номинальных защитника. И это очень плохо. Тут другого не сказать. Очередной момент у Енисея. Зато играть осталось 5 минут. Мяч минует створ ворот. Да, И заключительная 5-минутка. точная передача низом от нашего вратаря. Прям как в керлинге. В керлинге, не простите, как в боулинге покатился мяч. Ну, в принципе, можно сказать, что и в керлинге, да, просто никто перед мячом не бежал со швабрами, не растирал ему дорогу. Но зато дошел до адресата. Попытка Строителя отобрать мяч не приводит ни к чему. Пройдена к контратаке. Да, Енисея, который пользуется свободными зонами. Нарушает правила Сыктывкарский клуб, останавливает эту атаку. Свободный удар. 37 номер. Вячеслав Вдовенко с мячом был сейчас. Довольно быстро разыграли стандарт кисти Енисея. Снова Вдовенко с мячом. В центре поля потеря. И Михаил Следков стремается в атаку. Неточная передача на Агафонова. Да. Хотя открывался молодой хоккеист довольно неплохо. Мог убежать в отрыв, если бы хватило скорости. Там, если бы у дедушки были бы, да. Вот. Это опасный момент. Погас еще на стадии зарождения. Снова Енисей в атаке, 49 номер. Илья Лопатин, уже отличившийся сегодня. Смотрим, 92 номер. Дмитрий Макаров горит желанием еще забросить. Ну вот как Алмаз Миргазов, 80-й. С кругом одни мастера. Я думаю, любой игрок из Енисея существенно сегодня Сыктывкарского Строителя. Сейчас, может быть, Денис Садаков. снова не удалось пробить. Да, удалось. Ну, пробить в створ. Удалось попасть на ворота. Енисей в полном составе. Далее удаленному игроку привести свои мысли в порядок, осознать, что правила нарушать нельзя, и отдохнуть. Енисей в очередной раз подходит к воротам. Да. Подошел, и уходить он не очень хочет. Да? 10 номер Вадим Чернов. Передача сейчас на Миргазова. Миргазов накручивает одного защитника, второго, третьего. Наверное, даже полузащитника, потому что у нас у Строителя столько защитников-то нету. Но пас отдал во вне игры. Тоже должен ошибаться когда-то. 2 минуты у нас осталось до конца эфира. За матч. Вы думаете, после окончания матча эфир продлится, Александр? Вы хотите побыть наедине с Ютубом? Да, я думаю, нет смысла особого. Мало ли, вдруг расскажете последние новости. Новости можете прочитать на БМК. Такая ненавязчивая нативная реклама. Основа Public Relations, да, Александр? Ну, Енисею не до основ Public Relations. У них цель не пропустить и, может быть, даже забить 11-й мяч. У Строителя цель примерно такая же. Да, доигрывают команды уже давно. В общем, Мне кажется, после 4-0 уже Строитель стал не доигрывать. удается принять мяч, к сожалению. Виктор объявляет последнюю минуту. Ну и что можно сказать, уже можно подытожить, наверное, да, вряд ли за эту минуту что-то изменится. В общем, сюрпризов не произошло. Да, рождественское чудо, наверное, откладывается. Наверное, рождественское чудо было сегодня в Новосибирске, да, где Сепсельмаш играл с Нефтяник, не только не в Сыктывкаре. Вот. Ожидаемо, закономерно, логично. Еще много других эпитетов. Ну, посмотрите, как Никита Агафонов прошел, пас на Середкова. И вот здесь-то атака и завершилась. Ну, зато красиво прошел Агафонов.
Да, хочется отметить, я думаю, то, что действительно лидеры российского хоккея с мячом, Енисей, сегодня показали такую хорошую игру. В общем, красивые голы забили. Ну, а строитель не опустил руки. Пытался атаковать до последнего. Не упал там, знаете, руки не поднял, да, не сказал, мы сдаемся. Да, у строителя главные игры впереди. И они уже совсем скоро. Ну, а на этом матч у нас заканчивается. Счет, пусть никого не пугает, 0-10 в пользу Енисея. Что можно сказать? До встречи. Увидимся на хоккее с мячом уже 11 января, следующая игра. Отметим, что она будет в 17:00. Ой, не в 17:00, прошу прощения, в 19:00. 19:00, да. Ну и верим, и даже не просто верим, уверены, что она будет намного лучше, чем сегодняшняя. Удачи и до встречи. Всего доброго, друзья. «Единая Россия» Николай Мостаков, Сергей Тарасов, Анатолий Чеканчи, Владимир Зиновьев, Александр Шустиков, Александр Вацак, Михаил Михайлов, Андрей Шабанов и Валерий Резкий. Следующий матч состоится 11 января, 19 часов. Строитель принимает «Динамо» Казань. Ждем вас на стадионе. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для 100% оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. В череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды.